Информационная служба Осетия ТВ. Главные темы выпуска. Ограничить продажи безалкогольных, в том числе кофеина, содержащих тонизирующих напитков, планируется уже в ближайшее время. Законопроект, который будет применен на территории СКФО, может негативно сказаться на экономике регионов. Главная претензия в том, что безалкогольные тонизирующие напитки приравнивают к энергетикам и алкоголю. Подробнее в материале Фатимы Макиевой. В очередной раз Северная Осетия отправила гуманитарную помощь на юго-восток Украины. В преддверии Нового года для детей Донецка и Луганска были собраны сладости и игрушки, чтобы хоть как-то скрасить праздничные дни. 9 молодых осетинских художниц факультета искусств представили свою первую экспозицию. Работы различной техники и направления, детализированные сюжеты и яркие образы наполнили выставку этническим настроением. Эти и другие темы далее подробно. То, как одна законодательная инициатива может негативно отразиться на экономике и финансах СКФО, сегодня обсудили на круглом столе. А именно, планируется ограничить продажи безалкогольных, в том числе кофеиносодержащих тонизирующих напитков. Если в Чечне и Карачаево-Черкесии закон уже вступил в силу, то Дагестан и Северная Осетия еще не готовы принять подобное нововведение. Главной претензией стал тот факт, что безалкогольные тонизирующие напитки приравнивают к энергетикам и алкоголю. В дискуссии приняли участие представители органов законодательной и исполнительной власти, делового сообщества, торговли и медицины. Чем дольше эксперты обсуждали новый законопроект, тем больше возникало вопросов и неясностей. Как и ожидалось, компромисс найден не был. Давайте определимся, что мы собираемся запрещать. Слабоалкогольные напитки? Да, давайте рассматривать эту тему. И я с удовольствием сама поучаствую в таком мероприятии, потому что мне есть что сказать, и я думаю, что медикам есть что сказать. Говорить о запрете лимонадов или просто безалкогольных напитков с таким размытым понятием тонизирующие напитки, я не вижу предмета разговора. Я не вижу предмета разговора в нашем регионе, тем более на эту тему, потому что запреты подобного уровня, они носят региональный характер. И если, как было сказано ранее, у нас нет производителей безалкогольной продукции, тонизирующей безалкогольной продукции, то тогда и предмета разговора нет, в принципе. По мнению членов Союза производителей, законодательный акт принят, несмотря на очевидные недоработки. Налицо непонимание разницы между безалкогольными тонизирующими напитками и слабоалкогольными тонизирующими напитками. По словам участников встречи, потребление безалкогольных тонизирующих напитков в регионах невелико, а предлагаемые ограничения не соответствуют современной международной законодательной практике. Как именно подобное нововведение скажется на экономике регионов, пока не ясно. Но участники круглого стола уже сегодня готовят резолюцию, которая в ближайшее время будет донесена до широкой публики и властных структур. Фатима Макиева, Заур Цеов, Осетия ТВ. Сегодня Северная Осетия направила очередную гуманитарную помощь на юго-восток Украины. Для жителей Донбасса собрали продукты питания, средства первой необходимости, воду. В преддверии Нового года для детей Донецка и Луганска были собраны конфеты, игрушки и фрукты, чтобы как-то скрасить праздничные дни. Груз был собран на территории Северной Осетии усилиями республики. Такие же подобные акции проходят по всем субъектам Южного Северокавказского федерального округа. Координатором акции в республике является Главное управление МЧС по Северной Осетии. Подобные мероприятия проходят во всех субъектах Северного Кавказа и, как отмечают организаторы, будут далеко не последними. Более 30 оригинальных работ, различные техники и направления, детализированные сюжеты и яркие образы. В нотно-музыкальной библиотеке открылась выставка «Ардзашт». 9 молодых осетинских художниц факультета искусств СОГУ подготовили особенную экспозицию. Целью данного проекта является маленького, но очень, я думаю, теплого и важного проекта является идея объединения нашего очень большого количества народов, населяющих нашу республику, показать, лишний раз подчеркнуть наше гостеприимство, нашу толерантность, нашу такой вот объединяющий центр, который символизирует мир, добро, созидание на Кавказе. Объединить все народы мира – вот главная задача этой нестандартной выставки – смешение культур различных этнических народов. В работах перекликаются орнаменты осетинской, армянской, русской и многих других национальностей. В названии экспозиции сокрыт весьма определенный посыл. Ардзашт – осетинское слово с множеством значений. Это и центр, и узел, и середина. Но прежде всего Ардзашт – это очаг и центр дома. Ирина Кукаева к своей работе подошла с особым трепетом. Художница давно хотела объединить две, казалось бы, разные культурные ветви – кубанского и греческого народов. Я лично взяла вот эту работу, «Змею», потому что она кубанская, а сама я с Кубани.
И это мне очень близко, и поэтому я решила взять вот эту тему. И также я ее решила смешать с греческой культурой, потому что на греческих амфорах тоже повторялся рисунок змеи. И вот так у меня родилась эта идея, и я ее подсветила. Направления самые разные – декоративно-прикладное искусство, вышивка, стекло, керамика, роспись бутылок и плетение. А в центре зала современная интерпретация традиционного очага. Именно он хранит тайну, кладезь традиций и обычаев некогда великого народа. Солярный знак Ардза, что означает вечное движение, солнце и огонь. Этнокультурная выставка продлится в течение месяца. Тома Валева, Заур Цеев, Осетия ТВ. В новом году культурную сферу ожидает оптимизация, которая вполне может повлечь за собой и сокращение. Об этом на первом съезде работников культуры объявила Фатима Хабалова. В этом году на муниципальном уровне оптимизировали 20 штатных единиц, отметила министр культуры. В следующем процент останется примерно таким же. У нас есть, конечно, какие-то резервы, безусловно. Они есть везде. Поэтому при внимательном изучении вообще вопроса выполнения функционала определенного и определенных работников можно пойти по пути и расширения фронта работ, допустим, что позволит тоже высвободить какие-то единицы. Ни в коем случае нельзя резать по-живому, ни в коем случае. Потому что это все живые люди. Уверяю вас, мало кто из них имеет какие-то другие источники для того, чтобы содержать себя и свои семьи. Поэтому мы подходим к этому очень осторожно. Но не делать этого нельзя. Мы не справимся тогда с выполнением указа президента России. На съезде сегодня вспоминали о творчестве Костахи Тагурова, Бибо Ватаева, Кима Суанова. Их прочный фундамент, проложенный в культуру, стал следующим этапом возвышения национальной культуры. Деятели обсудили и новые проекты. В 2015 году для школьников разработают маршрут по местам боевой славы. Также планируется учредить премии для молодых литераторов. Это площадка, где впервые собрались работники культуры совершенно разных сфер, направлений. Это начиная от работников сельских домов культуры и библиотек и заканчивая академическими, представителями академических наших коллективов. И есть, наверное, что обсудить, есть, наверное, те вопросы, которые закопились на последнее время. Как говорится, нам есть чем гордиться, нам есть чем радоваться, но в то же время есть ряд проблем не только материального характера, которые и правительство, и государство должно поддерживать, укрепление материально-технической базы, но есть и проблемы кризиса отдельных жанров. Остро стоял вопрос обеспечения сохранности объектов культурного наследия, в частности в горных районах. Говорили и о формировании нового книжного фонда библиотек республики. Прозвучало обещание о том, что в новом году выдача жилья работникам культуры не только не приостановится, но и будет повышена заработная плата. Следующий год было решено объявить годом литературы и 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Более того, уже подготовлен проект мероприятий. Рая Дзантьева, Тома Валеева, Алан Гасанов, Осетия ТВ. Небольшой корт, кий и шайба. Задача – загнать свою фишку в зачетную зону на противоположной стороне корта. Максимальное количество баллов – 10 очков. Можно заработать, попав в самый ближний сектор. Своей простотой и доступностью шаффлборд завоевал популярность среди миллионов людей по всему миру. В Северной Осетии Федерация шаффлборда существует уже 2 года. За это время наша команда приняла участие во многих соревнованиях и турнирах. Последний проходил в Сочи, на котором сборная Северной Осетии среди людей с ограниченными возможностями заняла 1-е место. На сегодняшний день мы провели международный турнир, где принимали участие и игроки из Беларуси, с Абхазии, с Армении, с Республики Чечни, с Краснодарского края и ряд других регионов. И там мы тоже принимали участие. И довольно-таки успешно мы выиграли этот турнир. В шаффлборд может играть каждый – ребенок, взрослый, человек слабовидящий или с поражением опорно-двигательного аппарата. Людмилу Тамаеву шаффлборд больше года назад привел в спорт. Сегодня она один из самых активных игроков команды. Он мне много дает, этот вид спорта. Здоровье поправляется, то есть я шевелюсь, общение у нас происходит, я знакомлюсь с другими и здоровыми. Здесь ограничений нету в этом возрасте, то есть здесь могут играть
от ребенка до самого-самого взрослого, кто сможет держать, вот, толкать вот эту вот клюшку, да. Сейчас команда активно готовится к новому турниру. В мае 2015 года Сочи примет чемпионат мира по шаффлборду, где на 200 дорожках будут соревноваться 600 спортсменов из 25 стран. Тома Валева, Лена Гаглоева, Михаил Безуглов, Осетия ТВ.